Может, кому интересно будет просто узнать длину и вес этой крупной щуки. Мне лично интересно. Примерно на 72 сантиметра по длине. Сейчас посмотрим. Да, так и есть. С хвостом от головы до кончика хвоста 77 сантиметров. Больше аршина даже. 77. Это экземплярчик. 77. По весу не знаю. Я определить не могу. Килограмм 3 точно, наверное, будет. Два 325. 2 кило 325. Сейчас даже чуть-чуть изменилось. 2500. 2580. Да. 2580, ребят. Надеюсь, видите, 2580. Вот такой экземплярчик, такая щука. Нормуль. Так, убраться рябчик. Огонь лучше горело сейчас. Перестал гореть. Вот и сейчас быстренько помою и на мангале здесь буду варить суп. Чайник поставить надо. Сегодня за целый день, ребят, верьте, не верьте, ничего я еще не ел. Вообще ничего. Только чай с печеньем. С утра сразу на охоту, бегом.
так выглядит, ребята. Баня. Такая маленькая печушка. Сейчас надо понять, как он будет топиться. Выплевывает дым. Здесь буду греть горячую воду. Ну, еще ведро принесу холодное. Вполне достаточно. Сейчас пока пусть топится. На скорую руку бич-пакет заварил. Вообще невозможно уже терпеть. 3:30 времени. Как и говорил, еще не ел. Суп еще не готов. Начал чистить рыбу. В общем, занимаюсь рыбой. Надо почистить, посолить. Время отнимает просто вагон. Но уже мыться я буду в темноте, конечно, сегодня. Надо было пораньше затопить. Ну да ладно. В общем, ем. Ложка пань, кошка кань. Так. Здесь у меня, ребят, уже вон там перлока. Так. Все разварилось. Все четко. Рябчик молодой, видать. Вот. Сейчас буду добавлять картошку. Вот столько. Вполне достаточно. И уже суп скоро будет готово. В общем, добавляю картошку, посолю. И все, ужин готов. Кроме этого заготовил дрова. Вот, пожалуйста, еще 2 чурки вон там. В бане уже жарко. Ну, сейчас еще хотел подкинуть дрова, но дверь не открылась. Там из-за жары он просто зажало как-то. Ну, в общем, не смог открыть. Я имею дверную печную дверь. Вот. Чищу рыбу, солю потихоньку. Ну и уже вечереет. Так что еще у меня под фонариком работа сегодня будет. Не успеваю. На костре чайник. Наверное, не закипает. Дрова добавлять не хочется. Сейчас занесу в избушку. Пускай пока тут будет. В общем, я рыбу засолил. Все убрал. Сходил за водой. Баня готова. Сейчас пойду помыться. Чайник пока пусть тут будет на мангале. Вот сколько икры получилось. Завтра утром пожарю. Сегодня уже не стану тоже жарить. На ужин у меня суп. Суп готов. Так, сейчас чуть-чуть газку дам. Тлеет там. Так. Все, ладно. Я побежал в баню. Время без 10:06. Хлеб забыл. Хлеб забыл занести с амбара. Из амбара. Я заварил свежую заварку. В общем, помылся. Надо было за хлебом сходить еще. Чуть остыну и схожу еще в амбар за хлебом. Вот так. Баня хорошая. В принципе, пока чистил рыбу, там тепло стало, жарко, но еще поддал жару. В общем, класс.
суп такой наваристый тоже получился с перловкой. Вообще огонь. Сегодня какой-то день. Я вам озвучивал, что сделаю выходной, но сегодня как муравей, как белка в колесе. Туда-сюда, туда-сюда. День прошел уже 6 часов 15 минут. Много чего успел, в принципе, но не отдохнул. Хотел выходной сделать, но не получилось. Да и фиг с ним. Вот. Сегодняшний день будем считать, что удачный. Что будет в следующие дни, не знаю. Так что смотрите дальше, будет интересно. Сейчас попробуем, что за суп получился. С мошками. Комары, мошки, кто только не залетает, котелок. Чуть-чуть, наверное, соль надо добавить. А так суп вкусный. Целый день не ел. Потому что думаю, если не перекусить, я вообще с ног свалюсь. И, короче, бич-пакет заварил. Спаситель. Вот некоторые штыки берут бич-пакет, но он спаситель. Даже нам, охотникам в тайге, зачастую помогает вот этот бич-пакет. Есть охота такая, знаешь, расслабуха. Ну, когда в компании кто-то варит, кто-то дрова готовит, кто-то пошел рыбу ловит, кто-то охотится. А когда ты один, бывает, чтобы элементарно суп сварить, и то времени особо нету. И вот как сегодня, вот хочется, прям хоть убей, хочется кушать. И быстренько разбавил я этот бич-пакет, и все. На пару часов ты голод немножко обманул. Я не так, чтобы вот, скажем, каждые 3 часа там бич-пакеты есть. Нет, это чисто на скорую руку. На скорую руку. И бывает дома когда-то вот хочется. Вот реально хочется. И вот тогда я вот этот бич-пакет ем. Вот. Ну, как я буду есть уже, в принципе, не буду рассказывать, показывать. Самое главное, вот поменял этот белье нижнее, футболку, трико, трусы, все это, конечно же, за эти дни тоже не раз уже потел. Позавчера очень жарко было, капец. Шел, блин, думаю, вот с утра мороз было, жестко, холодно. А днем такая жара, и в трико я запарился хорошо, что не в болотных сапогах, а в болотных сапогах вообще жарко. Вот такие дела. Все, сейчас буду отдыхать. Сейчас плотно поужинаю, чтобы я наелся. Я обычно плотно ужинаю, и завтрак это что есть, что нет. Я по утрам кашу не ем. Но вечером на голодный желудок я не ложусь. Бывает в 9 часов как начну наяривать. Я пока не наемся, я спать не лягу. Вот. Ну, давайте. Все. Завтра поболтаем. Сегодня уже нормально заснял. Посмотрим, что будет завтра. Я ем, глухнем. Суп съем, чай попью, в амбар схожу за хлебом и спать. Вот такие дела.
утро, 11 октября. В общем, как всегда, встал в 4 часа, затопил печку. Ну, там уголек был, подкинул сухие дрова и, в общем, загорелось. С утра пожарил вот сковорода с икрой. Можно завтракать, и это питательный, в общем, он очень сытный, и на целый день хватит. Вот вчера съел суп, лег, и очень-очень плохо сегодня я спал. Как будто у меня голова не выключалась. Все время вот, я не знаю, опять, наверное, погода поменяется или что влияет. Короче, хреново спал. Сегодня ветрено на улице. Занес буханку хлеба. Это получается 3-я буханка за 6 дней. Собака совсем мало тоже ест. Кашу вот сварил и вчера тарелку положил. Остаток еще есть. Сегодня вот доложил еще. Вот. Короче, я сейчас собираюсь, завтракаю, собираюсь. И в планах у меня вот хреновая погода сегодня, конечно, чуть-чуть не повезло с погодой, но планы менять не стану. Пускай ветрено, но я сегодня буду ходить по дорогам, по старым лесопунктовским дорогам, именно дорогам. Потому что в тайге я прошел, и собака, и без собаки, что-то глухарей мы еще не добыли. И пройдемся там, в другой стороне, посмотрим другие углы, возле вырубок, возле трассы, может где-то они находятся. Посмотрим. Сегодня там пройдемся. Вчера я домой не звонил, позавчера вот позвонил домой. Там Викторовна говорит, что с 13-го уже начинаются опять холода, заморозки сильные, минус 7 градусов. И вот сейчас я сегодня схожу по трассе, посмотрю дорогу, возможно или невозможно хоть какую-то часть доехать на трицикле. Если дорога мне понравится, пускай далековато еще идти пешком будет, но если большие заморозки будут, я поеду домой. Поеду домой на лодке и снова вернусь уже на трицикле. Что возможно, на трицикле поеду и дальше пойду пешком до избы. Потому что рискованно оставаться на лодке. Да и как-никак все равно уже нормальное количество рябчиков добыл. И рыбу вчера поймал. Получается целое ведро. И хранить неделями тоже не вариант. Лучше съездить. Я раньше на лодке, как бы большая вода была, также, скажем, дней 10 так живу. Потом съезжу домой, увезу вот это все, добытую птицу, рыбу, и через, как сказать, через пару дней возвращался уже снова охотиться. Свежий хлеб, продукты привозил и дальше охотился. Это когда много воды. Когда мало завалов, много воды. А когда много воды и много завалов, то уже как бы не стараюсь ездить. А сейчас вариантов нету. Сейчас ты в любой момент просто, как и в прошлом году, можешь попасть в такую ситуацию. Вода маленькая, и вообще течения местам вообще нету, и запросто за ночь может там лед встать такой, что не выехать. А потом уже как лотерея, ребят, честное слово, это лед растает или нет, там никто не знает. В прошлом году, да, понятное дело, через неделю он растаял полностью. Я шел через лед, себя как бы тоже мучал, лодку и мотор, и все.
А потом через неделю лед растаял. Ну и не жалко, что я выехал, потому что неделю торчать вообще птиц не было совсем. В этом году хоть и немножко, но можно добыть там рябчиков. Интересно ходить, свистеть. Вот такие планы. Не знаю. Посмотрим. Вы будете следить, что я буду дальше делать. Как быть. Как карта ляжет. Как по-другому еще. Посмотрим. Жизнь покажет. Но я еще не насытился. Мне еще хочется ходить. Вот. Я думаю, погода поменяется, потому что вчера колени у меня болели, и вся икра болела. Вот. Ноющая боль такая. Я думаю, перед погодой поменяется, и плохо спал. Вот такие дела. Фильм смотрю. Уже второй раз скачиваю. Волк из Уолл-стрит. Рекомендую всем посмотреть. Вообще прикольный и жизненный фильм такой. Удачный фильм. Волк из Уолл-стрит. Про биржу, про этих мошенников вообще. Ну классный. Вот второй раз я смотрю и наслаждаюсь. Хорошо, что я скачал фильмы, потому что по вечерам где-то полчаса-час смотрю и вырубаюсь потом. Потом спать хочется. Вот такие дела. Сейчас пью чай. Ждем рассвета и в путь. Хотя бы километров 15 сегодня также пройти. Там видно будет. Посмотрим дорогу. Что мне интересно. Надо знать, посмотреть, где проехать, где возможно проехать, где нет там. Смысл есть, нету там планировать такие вот поездки на трицикле. Не знаю. Попытка не пытка. Можно и попробовать. Ну вот. Сейчас будем сегодня рыбу есть. Вкусно. Сырую икру не люблю, но вот так с удовольствием ем жареную. Начались выруба. Сегодня, как говорил, буду ходить чисто по вырубкам. Все зарастает уже здесь. Вот. Сюда зимник только идет дорога. В общем, Тулана один раз только видел. Примерно час времени уже иду. Не знаю, где он ходит. Вообще не лая, ничего пока не слышал. Ветрено. Хреново дело. Шумно сегодня, очень шумно. Но терпимо. Не такой ветер, как в прошлом походе был. 15 метров в секунду. Но неприятный ветер, конечно, даже. Посмотрим, что даст эта вырубка. В общем, пойду на зимник. Там буду бродить. Капец, ветрище сегодня тоже.